О смерть! Присутствие Твое не отрицает здесь никто. И помнят многие о том, что гостем посетишь их дом. За каждым лично Ты придешь, у тела душу заберешь, глаза закроешь в этот мир, прервется этой жизни пир. Шагнем мы в новый мир, иной, и будет он совсем другой, то испытание для нас не проскочить на этот раз. Там в вечность попадаем мы, и наш иман, и все грехи возложат на весы мейзан. Что будет больше, выбрал сам. И в ожидании века не сможем там поднять глаза, и тяжесть век, и страх внутри, и только крик: «Аллах, прости!» И солнце жар над головой. Куда же поведет конвой? В какую руку получу теперь историю свою? И ожидает ли успех? Неужто перевесит грех десятки тысяч лет стоять, Аллаха к милости взывать? И миллиарды душ людских, угрюмых, голых, никаких, подавленный от страха взор. Теперь окончен разговор. Бросает мать свое дитя, мы бросим мать, сестру, отца, жену, друзей и всю родню. Меня спаси, Аллах, молю. И в этот страшный день суда услышим голос: «О Аллах, прости грехи всех мусульман, что уважали Твой Коран. Даруй им вечность и покой за их усердный труд земной. Прошу за умму я свою, я обещал, что помогу. Мухаммад просит рай для нас. Мы ждем Всевышнего приказ. Кому, куда теперь идти?» И снова крик: «Аллах, прости! Рабам своим, кто веру нес, кто с убеждением произнес «Ля иляха иллаллах», того помилует Аллах. И в рай нас поведет пророк. Там будет вечность, а не срок. Дворцы из света и камней для богобоязненных людей. Аллах сказал: в рай попадает лишь тот, кто этого желает, и не войдет туда лишь тот, в грехах, кто не отыщет брод. Итогом приведу аят, что каждый мусульманин – брат, и праведный из нас лишь тот, кто к Богу ближнего ведет. И тот, кто будет терпелив, кто сердце искренне открыв, объявит вновь: велик Аллах, вся жизнь и смерть в Его руках. Желаю всем любить Творца, идти с молитвой до конца, чтоб был последний вздох в словах «Ля иляха иллаллах».